Şevket Yaşar. Самые крутые очки, аксессуары Вуден. Все это вместе. Сегодня здесь. Шевченко Yaşar. Даже слезы на глаза разворачиваются, потому что дизайнеры нам покажут их попозже. Да, я хочу, чтобы вы его возжелали. И хочу сказать отдельное спасибо. Если бы не наша Дукати Чапа, коллекция Шарден, вообще Шарден был бы, потому что все, что делает Шарден, основано на сказках, на легендах, которые Апа рассказывала Герасиму, на этих мелких ритуалах, на каждом дневник бата. Каждое утро Мирахим уходит на работу, здоровый мужик, 30-летний. И Апашка говорит: «Кағылайын балам, жақшы баруы, ешің оңнан чықсын, бетінен өп, сармай менен озынан сыйпап». Понимаете, что это? Это неистребимая сила, и которая будет просачиваться везде и всегда. И это называется традиционные наши знания, традиционная культура. Я благодарю, что Айдай сегодня здесь. Айдай из Дюнер, который сделает нашу традиционную культуру модой в Кыргызстане. И также хочу поблагодарить очень тяжелые, скажем, непонятные имена для Шардена. Мирхамид Мирза, Шаханаин. Это родной брат. Эти нет. Они поддерживали всегда везде. Самая большая поддержка Мирахима, база для Шардена, это его семья. Шардена. Я не
Amerika'dan ынтымақты бекен сақтап келген барлығыңарды Құдайым өзі қолдасын, ынтымағыңызды артып, білімдеріңіз бекемдеп, жақсылықтарыңызды артып, алысқы жақынғы елдер менен улуу кичүү уул кыздарыбыз ушу катардаш сапарлаш боло берсин. Биз улуулар элибиздин журтубуздун жакшылыгын тилейбиз. Рахмат келгениңиздерге бардыңыздарга. Бизге тилеген жакшылыктарыңыздан өзүңүздөргө да болсун. Рахмат апа. I just want to say that Chardin fashion, it does not come from the Armani, from Gucci. It comes from the family, from his mother's fairy tales, from the traditional culture, from the people's legends. The strong support is provided mainly by his family, by Mirahim's family, by his brother, by his mother, by his sisters. That is why Chardin is all about traditional culture, comes together in a very beautiful way with the modern fashion. Yeah. Thank you. Азыр бул жерде биздин гуру десек болот, биздин мугалимибиз десек болот. Кыргызстанда кол өнөрчүлүктү баягы ушундай бир тоңуюк бир заманда биринчи шырдактарды тиктирип аялдарга үйрөтүп, анан аялдар эми элдер ал кезде эми ошо шырдакты ким алмак эле деген кезде өзүнүн таманы менен дегенде Кыргызстандын бүт булуң бурчун кыдырып, үйүн көрмөй, балдарын кантип чоңойтканын көрпөй, жолдошунан тил угуп дегендей да, баягы кыргыз аялдар ушундайбыз го. Талаалап жүрүп, бирок бүгүнкү күндө ошол азыр фэшн болуп атат, мынакей этникалык фэшн болуп атат. Сонун салттуу маданиятка негизделген сонун бир нерселер болуп атат. Ошонун башында турган апасы болгон Динара эжемди чыгарат элем ошол жерден. Динара Чеченбаева. Кыргыздын оюусун шырдагын эмес, шырдагынан баштаганда кыргыздын мукурачылыгын дүйнөгө тааныткан Динара эжем. Рахмат. Кымбаттуу Мирахим, кымбаттуу командасы, кымбаттуу ушу жетинчи асман аттуу топ подиумдун командасы, силерди баарыңарга куттуктайм. Абдан маанилүү иш-чара болуп атат. Анан мен ушул шоуну көрүп отуруп аябай толкундадым. Байыркы заманды эстей койдум да. Я вспомнила 70-е годы. 70-е годы, когда я поступила в Москву на учебу, 73-й год, если быть точнее, я ходила там в Чепкене, не бархатный, а тухава Чепкен с серебряными пуговицами. И массы гөлөш. И помню, что меня пытались вывести из Третьяковской галереи. Почему? Были страшно возмущены женщины, смотрительницы. Они сказали: некультурная девушка, кто же приходит в музей, в Третьяковскую галерею в галошах? Я сказала: вы знаете, это традиционная культура. Это традиционная культура, и это просто другая культура. Это не европейская, это азиатская культура. И вы знаете, в Бишкеке тогда оглядывались на людей, которые одевали традиционную одежду. Тогда только появились, в 60-е годы только вернулись к колпаку, теветею в 70-е годы, к длинному платью в 80-е, в 90-е, да? И вот сейчас, вы знаете, вот это так отрадно, что это явление не только в Кыргызстане, это по всему миру. В связи с тем, что глобализация все занимает все более такие главенствующие позиции, что ли, у людей, видимо, возникает потребность вернуться к своим корням, оглянуться на свою историю, на свою культуру, поднимать это все. И это очень
радостно, потому что это явление происходит не только в Казахстане, это и в России, это и на Кавказе, это и на Западе. То есть, и вот то, что делает вот Мирахим, он ведь не только художник, он замечательный художник, но он еще и философ. Он философ, и вот то, что сказал этот Бермет, очень такие вот правильные слова, и слышать это из уст молодого поколения, когда они понимают, что такое культура. Ведь культура — это, вы знаете, не крем на торте, да? Не клубничка на пирожном. Это наш образ жизни и образ мысли. Вот как мы мыслим, как мы живем, это все культура. Поэтому вот спасибо огромное вам за сегодняшнее мероприятие. Талантливых ребят из музыкального ансамбля «Кыргызкайрык». Я хотела бы, чтобы вы слушались в эти ноты, потому что эти ноты говорят о том, откуда мы, о вечности, о любви, о неразделимости между природой и между человеком. И я когда слышу мелодии «Кыргызкайрык», я так представляю, как по полю бежит волчица. Она бежит, пробегает по набою, очень усталая, за ней гнались охотники. Но она, так как знает законы природы, она ни на кого, знаете, как говорится, зуб не точит. Потому что природа, она очень справедлива. Все законы природы, все расставляет по своим местам. И Кыргызкайрык сегодня начинает более-менее как-то более уже становиться известным. Я очень рада, что эта музыка нравится молодежи, и эта музыка волнует наше старшее поколение. И я надеюсь, что вместе со всеми другими Кыргызкайрык станет мировым ансамблем и будет мировая музыка. Спасибо.